представлять интересы других партий. Его задача провести честные, открытые выборы и сложить свои полномочия. Кто сейчас обсуждал это предложение? Еще какое предложение? Нет, я тоже каждый партий мы сейчас список не знаем, каждый все обсуждаем, каждая партия выглядит сейчас уже куратор на весь. Мы на этом собрании участвовало 8 партий. Я сейчас не смогу озвучить список всех этих партий. Почему? Кого они выглядят сейчас? Нет, список партий. Какие партии? Начните. Азырда партиялардын өкүлдөрү шайлоого чыккан 13 партиянын өкүлдөрүнүн биякта жолугушууда болбогондор келип, азыр айтып атат, исполняющий обязанности премьер-министрге кандидаттарга талаптар коюлуп атат. Биринчиден, саясатта катышпаш керек, партиядан болбош керек, партиянын мүчөсү болбош керек. Анан дагы шайлоого барбай турган, анан болгону 2 же 3 мөөнөткө экинчи шайлоо болмойюнча, кийинки шайлоо болмоюнча чейин ошол шайлоодон кийин уже премьерликке бара албай турган адам болот. То есть временно ушул 2-3 айга шайлана турган адам болот. Туруктуулук мондай болуш үчүн. Еще раз повторю, от каждая партия представит одного представителя, и эти партии, здесь собравшись, будут выдвигать кандидатов на эту должность, и будут выбирать, и мы не знаем, кто будет избран. Сегодня, надеюсь, что к сегодняшнему вечеру Кыргызстан получит премьер-министра, который сможет полностью сформировать состав правительства и взять на себя функции по проведению выборов до избрания депутатов следующего срока. 6 часам к вам никто не пришел? Мы только что приехали, сейчас они будут приходить, я думаю, до 9 мы сможем собрать. Каждый должен, каждая партия. Во-первых, я настаиваю на том, чтобы все заседания, все вот эти наши встречи были с присутствием СМИ. Прозрачность это самый первый принцип у нас должен быть. Мы народная координационная совет. Прозрачность должна быть. Следующее. Мы до вашего прихода здесь вот те партии, которые здесь собрались, поговорив, у нас есть уже проект решения. Тоже прошу вас ознакомиться с ним, да? Вы же, по-моему, ознакомились, вы же подписывали как раз. Да? Там есть кое-какие коррективы со стороны Эльвиры Сурабалдиевой и вот Дастана Бекешева по поводу того, чтобы быстрее прийти к легитимности правовой, чтобы это решение Координационного совета, предложение нового правительства пошло в парламент, если кворум соберется. Если кворум не соберется до определенного момента, то мы считаем этот парламент 6-го созыва недееспособным, нерабочим и автоматически закрепляется состав правительства. Я абсолютно согласен. Сегодняшнее решение надо будет обязательно вынести на парламент. Они должны в рамках законодательной процедуры провести. Скорее всего, будучи они обязаны техническим президентом, потому что как такой президент не может подписывать. И парламент своим решением узаконит назначение технических президентов. Спасибо. Спасибо. Честно, ничего не понятно. 6 часов, как до этого обещали, вы не собираетесь. Вас не было вообще. Вот был Джанар, были остальные, да? Слушай, biz az önce söylüyoruz. Çok geçti, bir top deputatlar var. Buna sormadım. Şurada da ayrı parçalar bir tuhaf bir çıkaralım.
Бирде сурап алды деген менен Дастан Бекешевти Сюда. элдик координациялык кеңешке кирмей отуруп турабыз. Onlar toplantı konuşulan olduğunu sandı. O Dilek Toktagaziyev талапкерлигин Onda biz kengеш Dilek Toktagaziyev талапкерлигин кура көрсөңөр Вот этот? Сейчас. Вот этот? Петруки был. Чингис Макешев. Вон тот, да? Чингис Макешев. Мен барып депутаттар танышпайын дагы эгер каршы болсоңор колдоо берсин. Анткени кечеги премьер-министр шайланган, спикер шайланган жыйында эч кандай партиянын чечимдери болгон эмес. Бүгүн биз ар кайсы партиялардын чечимдерин алабыз. Тилекти Dilek Toktagaziевдин көрсөтөлүп Пресса болгон жок. анан жогорку кеңеш депутаттарын жыйнайындагы талапкерлигин коелу. Эгер Садыр Жапаров дагы коем десе кандидатурасын ошол жерде койсун. Кандидатурасын чыгаралып, ким көпчүлүк жолу жолгон адам убактылуу өкмөт башчылыгын аткарышы керек. Сендер кандай? Скажите, Телек, а у вас есть стратегический план? Есть. Мы... Нет. Сейчас, давайте так, наша первостепенная сейчас задача принять решение Координационного совета. Давайте сейчас в рамках Координационного совета мы примем решение по поводу там, плана действий правительства. Да? После того, как мы это все утвердим, либо во время там, заседания парламента, если он будет, то мы вот на все вот эти вопросы ответим. Сейчас по приоритетности стоит вопрос того, чтобы мы, вот, представители 13 политических партий, приняли сейчас решение